Коклюш, полиомиелит, столбняк, корь и многие другие болезни относятся к категории вакциноуправляемых. Прививки от них делают с младенчества. Родители заранее информируют о пользе и временных побочных действиях. Только с их согласия врачи приступают к делу. Первую вакцинацию от гепатита Б младенец получает в течение 24 часов. Через неделю уже от туберкулеза, а дальше по месяцам и годам. Так человек получает все необходимое для поддержки иммунитета согласно рекомендациям национального календаря профилактических прививок. Вакцины помогают вырабатывать иммунитет и значительно снизить риск заражения. Чтобы защититься от полиомиелита, необходимо пройти 5 прививок. Двое детей Валерии Ошкиной их уже получили. Мои дети не сталкивались с такими заболеваниями, как корь, краснуха и так далее. Могу заявить точно, моему сыну старшему уже 13 лет. И, слава богу, мы ничем не болели подобным. От чего прививались, того не было. Если ребенок не получил в детстве эту прививку, то, естественно, во взрослой жизни при контакте с инфекционным больным у него есть риск заражения. Некоторые родители отказываются прививать детей. Связано это со страхом возможных осложнений. В специальном обращении к населению региона министр здравоохранения Чеченской Республики Сулейман Ларсанов подчеркнул, что вакцинация абсолютно безопасна. Вакцинация проводится детям и взрослым. Это особо опасная инфекция, а также от туберкулеза вакцинация проводится, иммунодиагностика проводится. На самом деле, если так сравнить, благодаря вакцинации, благодаря тому, что население Российской Федерации вакцинируется, продолжительность жизни удалось повысить на 30 лет. Пока в регионе рост инфекции не наблюдается, но это результат эффективной профилактики. Именно поэтому глава республики призывает население своевременно проходить вакцинацию, тем более, когда речь идет о риске для здоровья детей. Седа Хасиева, Моусар Даудов, Аслан Висхаев. Новости.